Семена Зорускештен эйтик кім ратлисың? Ее всегда окружали дети. Она и сама впервые появилась на экране телевизора еще ребенком, в 12 лет, прочитав стихотворение в прямом эфире. И уже больше не расставалась с микрофоном и телекамерой. На ее передачах выросло несколько поколений татарстанцев. Она же стала настоящим учителем для плеяды журналистов. С Гульнарой Зиннатуллиной я встретился, когда пришел в программу «Пионер Стан». Она нам дала основы этой телевизионной культуры, которая в ней была заложена глубоко, потому что она сама безумно любила свою работу, была отличным профессионалом. Автор и ведущая многих программ «Пионер Стан», «Жырлыми аля жырларымны», «Бергеля перяник». Коллеги вспоминают, Гульнара Зиннатуллина была хрупкой и маленькой, едва выше детей, которые были героями ее программ. И, как она сама признавалась, порой приходилось создавать подставку из подручных материалов, чтобы попасть в кадр. Она величина татарского телевидения, не только татарского телевидения, она была примером и для русской журналистики. Мы вместе работали 22 года. Я удивлялся ее популярности, ее на улице узнавали. Больше полувека на телевидении, цикл программы о жизни и творчестве известных людей. Ирте тугель, сын тугель, утренняя информационно-развлекательная программа «Щулпан». На нашем канале Гульнара Зиннатуллина вела первую в истории передачу о татарском театре. Раньше были бобины. Для режиссера нужно было время для того, чтобы ее запустить, этот магнитофон, старый такой магнитофон, на которых сюжеты или те же песни были записаны. И она говорила нам по микрофону: «Гульнар, потяни время». И Гульнара могла хоть сколько разговаривать и тянуть время, пока это не запустится. В конце 90-х программа «Ирте тугель, сын тугель» это было таким явлением на телевидении. Это было неожиданно, это было свежо, это было ярко. Вот эти привычные рамки она раздвинула. Поэтому она была вот таким вот явлением в нашей татарской журналистике. Мы же телеведущие, все с нее брали пример. Ну, солнышко, как ее увидишь, как будто солнце. Яркая, жизнерадостная и всегда с широкой улыбкой. Последние десятилетия Гульнара Зиннатуллина боролась с тяжелым заболеванием. Она была не только профессионалом своего дела, но и настоящим борцом. С оптимизмом строила новые творческие планы. Вероника Гайнудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.